Всем привет! Приветствую вас на своем канале Астарта Сантья Тара. С вами сегодня будем делать расклад традиционный на недельку на игральных. Цыганский расклад на короля. Неделька у нас с 21 по 27 октября. Как обычно, выбирайте своего короля, кто он, бубновый, трефовый, либо червовый, либо по циферкам 1, 2 или 3. А я перехожу к варианту номер 1. Итак, единички трактуем для вас и король бубновый. И заходит он в период с какими-то хлопотами червового короля и большим-большим крупным разговором с червовым королем через хлопоты червового короля. Также здесь в ранней дороге будет некий трефовый король, и получит он какие-то бумаги, документы, либо новости в каком-то казенном доме за свой интерес. И также может получить некую крупную сумму денег. Там, грубо говоря, на работе, в бизнесе и так далее и тому подобное. Смотрим дальше. Итак, бубновый король, вариант номер 1. Смотрим дальше. И на сердце у него хлопоты червового короля, либо червовой дамы. И под сердцем разговор, что-то он переживает за себя, какие-то разговоры с собой. В голове любезности трефового короля и какая-то дальняя дорога. Либо эти любезности он получит к концу ближе недельки, в дальней дороге. Либо любезности этого трефового короля за дальнюю дорогу, за дальнейшую с ним жизнь, взаимоотношения, какие-то, я имею в виду, деловые вопросы. В ногах все тоже, смотрите, карты перемешала колоду более чем хорошо. И все равно, смотрите, в ногах у него выпали какие-то бумаги, новости в казенном доме и, возможно, какая-то крупная сумма денег. За свой интерес он получит новости, бумаги и какую-то крупную сумму денег. И, кстати, не сказала, партнером я назначила ему даму трефовую, но, как видим, здесь она пока не выпала. Прошлое. В прошлом в ранней дороге злился он на короля трефового, раздражался. И также был с ним разговор, но разговор был такой, не очень сильно понравился нашему королю, раздражался, злился он на этот разговор. Также был какой-то некий казенный король. Казенный король — это врач, адвокат, какой-нибудь маклер, юрист, нотариус и так далее и тому подобное. Был некий казенный король и наш король бубновый к нему со своими чаяниями и надеждами. Либо король хлопотал за какие-то чаяния и надежды нашего короля. И также была дама червовая, и наш король к ней со своими любезностями. Кто эта дама бубновая? Сказать не могу, решать вам. Если вы точно знаете, что это третье лицо, то бишь любовница, то может быть это и она. Если нет такой информации точной и вы не уверены, то здесь может быть все что угодно. Мама, бабушка, тетя, сестра, коллега по работе, врач, юрист, адвокат, тот же маклер, кассир и так далее и тому подобное. Тем более, что это было вот в недавнем прошлом. Также, что здесь может быть? Что наш король бубновый со своими любезностями или к королю червовому, которого мы видели в первой раскладочке. Это могут быть чаяния и надежды нашего короля червового, вот этого героя, который был в прошлой раскладке, и наш король к нему со своими любезностями. Что будет? Будет переживать какие-то переживания за хлопоты или через хлопоты короля трефового. И король трефовый будет к нему, к нашему королю, со своими хлопотами, со своими переживаниями. Даже, наверное, вот так больше.
Также будет король червовых со своим интересом. И в дальней дороге, не в дальней дороге, а ближе к концу недельки, это у нас дальнее будущее, будет у них встреча, свидание и разговор с этим вот королем червовым. И основная линия недельки, что у нас здесь, в ранней дороге будет король трефовый. И также будет у него встреча, свидание с королем червовым через любезности короля червового. И также король трефовый со своим интересом к нашему королю. Что хочу сказать, что все 3 короля, даже все 4 короля выпали у него. На этой недельке наш король, первый вариант, будет занят какими-то делами, переговорами, какими-то встречами видимо, с некими деловыми партнерами или с коллегами по работе. Скорее всего, они все здесь связаны некими делами, документами. И на этой недельке он будет прям переживать и много с ними общаться. Переговоры, разговоры, договоренности и так далее и тому подобное. Смотрим дальше. И последняя окончательная раскладочка для нашего короля. Свидание, разговор будет в дальней дороге с королем червовым, либо с дамой червовой. Либо свидание, разговор, встреча у них будет. Они будут разговаривать за дальнюю дорогу. Для дома в ранней дороге будет разговор с королем трефовым. И также будет разговор с королем червовым. Вот смотрите, мне кажется, в ранней дороге, да, у вас, возможно, к вам в гости придут. Вот оба короля, и король трефовый, и король червовый, и будут какие-то совместные разговоры, переговоры. Дальше. На сердце. На сердце у него собственные любезности, чаяния, надежды и интерес либо короля червового, но скорее всего здесь король червовый, либо дамы червовой. Что было? Был в ранней дороге король казенный. Мы видели его также в прошлой раскладочке. И какие-то новости он получил от этого казенного короля, либо бумаги. Что будет? Будет казенный дом. В казенном доме будет некая червовая дама. И интерес короля трефового. Но, смотрите, здесь может быть даже не казенная дама, а в казенном доме, в казенном доме будут чаяния и надежды короля трефового, червового и интерес короля трефового. Что-то все путается мне сегодня. Повторяю еще раз. В казенном доме встретятся 2 короля, как мы видели в прошлом и видим и сейчас, и в прошлой раскладочке. И король трефовый, и король червовый. Вот в казенном доме, скорее всего, они втроем здесь и встретятся. Будут решать некие вопросы. На пороге. Что будет на пороге? Будет, скорее всего, он получит какие-то бумаги, наш король бубновый, вместе с королем трефовым, и будет у них совместный интерес за эти бумаги, либо за крупные деньги. Либо будут они обсуждать интерес короля бубнового, нашего героя. Вот. И успокаивается он переживаниями некими за себя, скорее всего, и переживаниями за короля трефового. И это была неделька для нашего короля бубнового, для варианта номер 1. Я желаю вам всего самого-самого хорошего. Вы почему-то на этой недельке у нас не выпали. Но, скорее всего, здесь просто король наш будет настолько занят своими деловыми вопросами со своими королями, коллегами, друзьями и так далее, что просто у него не останется ни времени, ни сил, чтобы уделить внимание вам. Ну, наберитесь терпения. Это всего лишь неделька, и она пройдет. Пусть он решает свои какие-то деловые вопросы, будет успешным и осыпает вас подарками. И всем все, что вы захотите, будет к вашим ногам приносить. И я с вами прощаюсь. Всего вам самого хорошего благополучия, терпения, гармонии. И перехожу к варианту номер 2.
Вариант номер 2 и король трефовый. И сразу хочу сказать, что партнером я назначила ему даму бубновую. Вот мы видим, она здесь уже у него и выпала. И с чем он заходит в недельку? С какими-то переживаниями за свидание с вами. Также здесь будет в ранней дороге разговор с вами, и, скорее всего, это свидание и состоялось. Вот-вот оно было. И также вы со своими любезностями, со своей любовью к нашему королю, и он к вам со своим таким вот чувственным, эмоциональным интересом. Вот. В общем, приятное было, видимо, свидание, встреча. Смотрим дальше. И вариант номер 2. Король трефовый. На сердце у него собственные хлопоты, и под сердцем тоже какая-то его ранняя дорога. В голове переживания у него за себя, за свои надежды, за свою дальнейшую жизнь. В ногах ваши любезности, свидания с вами, но все это пустое. Было и прошло. Что было? А была, так как я вижу дальше расклад, тут основную линию, здесь у меня дама червовая. Так вот, скорее всего, это была в прошлом дама червовая и ваши чаяния и надежды. И он получил через ваши чаяния и надежды какой-то нечаянный большой интерес. Так же, как это могло быть, что в свидании с дамой червовой, в каком-то разговоре с ним, он получил нечаянный большой интерес за вас, за ваши надежды, за ваши желания и так далее и тому подобное. Что еще дальше было в прошлом? Мы видим, что было свидание и разговор с дамой червовой. И в ранней дороге была почему-то злость и раздражение на вас. Ну, тут может быть тоже такие пустые какие-то раздражения. То, на что обращать внимание не стоит. Дальше, что будет? А будет дама червовая со своим интересом. И получит он какие-то бумаги и новости в казенном доме. Дальше у него свидания, разговоры с собой. Вот что-то он будет обдумывать, размышлять за себя, за свою жизнь. Как мы видим вот здесь у него в голове, да. И также будет дама червовая к нему со своими хлопотами, а он к ней со своими любезностями. И основная линия на этой недельке. Здесь будет казенный король и большой крупный разговор с дамой червовой в ранней дороге. Также, как здесь еще может быть? Большой крупный разговор с дамой червовой, но благородно он к этому разговору и к даме червовой относится. Смотрите, я здесь рассказала много о даме червовой, но партнером-то я назначила для него даму бубновую, и вы у него выпадали в прошлой раскладочке. Здесь же все касаемо дамы червовой и вас тут выпадает. Но дама червовая может быть кто угодно. Если вы знаете, что есть любовница, то это может быть она, либо третье лицо в отношениях, неважно в каком вы статусе. А если такой информации точно конкретной нет, то это может быть любая там родственница, мама, сестра, бабушка, тетя, племянница, либо коллега по работе, либо какой-нибудь маклер, кассир в банке, не знаю, медсестра, фармацевт в аптеке, вот все что угодно. Так, все сказала, смотрим дальше. И двоечки, последняя раскладочка, и для него. Переживать он будет за себя, за свои чаяния и надежды, и дама червовая к нему со своими хлопотами. Для дома здесь вы, дорогие, свидания с вами, и злость, и раздражение и на себя, и на вас в ранней дороге. На сердце его любезности собственные, его жизни, нечаянный он интерес получит за себя, или очень сильно он прям переживает за себя, за свою дальнейшую жизнь, и какие-то пустые хлопоты. Что было? А была это дама червовая,
И были ваши любезности и ваши чаяния и надежды. Вот вы идете у него параллельно с этой дамой червовой. Кто это, решать вам. Что будет? Дама червовая будет, и свидание, и разговор с ней, с этой самой дамой червовой. И на пороге, что будет вот-вот, как я уже и сказала, здесь разговор с этой дамой червовой за ее интерес, либо через ее интерес. И это будет либо в конце недельки, к концу недельки, либо они будут обсуждать какую-то дальнейшую жизнь, дальнюю дорогу. Успокаивается он какими-то новостями, связанными с казенным домом, либо с казенным королем, связанными с вами, дорогие мои дамы бубновые. Так что вот он новостью за вас, либо ранней дорогой вашей успокаивается. Это был вариант номер 2. Я желаю вам всего самого хорошего, благополучия, гармонии, любви, здоровья, самое главное. Берегите себя, берегите своих близких. И я с вами прощаюсь. Пока-пока. И вариант номер 3 трактуем для вас. Партнерами назначила к нашему королю червовому даму Треф. И входит он в период с какими-то пустыми хлопотами. И то ли крупная сумма денег он получил, то ли какие-то бумаги, новости. Также здесь король трефовый и переживания за этого короля, и какой-то крупный большой разговор с ним. Также здесь какие-то хлопоты, связанные с деловыми вопросами, и злость, раздражение на себя и на эти хлопоты. Видимо, здесь еще, знаете, что может быть усталость. Усталость такая большая, прям он сильно переработался на этой недельке, я бы так сказала. Смотрим дальше. Итак, третий вариант и король червовый. На сердце у него некая дама бубновая, под сердцем собственный интерес. Кто такая дама бубновая, решать вам. Повторяю из видео в видео. Если это третье лицо в отношениях, то это может быть она, но об этом нужно знать точно и конкретно. Если нет, то не нужно здесь придумывать и бежать сразу с кулаками на своего мужчину. Так, в голове. В голове у него интересы, хлопоты этой дамы бубновой и злость и раздражение на ее хлопоты, на ее интерес. В ногах. В ногах любезности ваши, свидание с вами. И это свидание может быть либо в дальней дороге, ближе к концу недельки, да, либо будете с ним обсуждать что-то за ваше совместное будущее. Что было? Было хлопоты, свидание с дамой бубновой через хлопоты короля червового, нашего героя. И также были вы. И свидание с вами. В общем, у него свидание и с вами, и с этой дамой бубновой. Также он получил какие-то новости и бумаги, но это вывело его, я бы сказала, из колеи. Злило, раздражало прям очень сильно. Также здесь он переживал за чаяния и надежды этой дамы бубновой. Либо эта дама бубновая к нему, к нашему королю со своими надеждами. И он переживал за них. Также здесь еще могло быть плохое самочувствие, усталость и так далее. Дальше что будет? Будет в казенном доме будете вы со своим интересом, но все это для него пусто. Либо будет и казенный дом, и ваш интерес отдельно, не вместе, но все это для него пустое. Есть и есть. Сильно переживать за это не будет. Также в ранней дороге у него будете вы со своими чаяниями и надеждами. И также дама бубновая. И дальше вот они, вы выпали собственной персоной. С вами будет большой крупный разговор. И главная линия этой недельки будет разговор. Смотрите, и с вами, и с дамой бубновой.
И будет дама бубновая со своими любезностями к нашему королю, и получит он от нее нечаянный какой-то большой крупный интерес. А также смотрите, здесь как может быть, что он с дамой бубновой будет обсуждать вот вас. И получит в этом разговоре какой-то нечаянный интерес для себя. И смотрим дальше. И последняя раскладочка. И для него. Переживать он будет за интерес свой. И здесь опять же дама бубновая никуда от него не уходит. На сердце. Какие-то новости опять же он получит, что мы видели, да, в прошлой раскладочке, которые вы разгружали в прошлом. Для дома он уже получил. И нечаянно какой-то еще интерес будет, и опять же все это его будет злить, раздражать. Также смотрите, здесь может быть не прошлый интерес, который мы видели в прошлом, да, а что-то новое, какие-то новые новости, бумаги он получит, и опять же будет злиться, раздражаться. На сердце у него в ранней дороге будете вы со своими чаяниями и надеждами, и также здесь опять же интерес дамы бубновой. Также в ранней дороге может быть он ждет какую-то крупную сумму денег, приход какой-то крупной суммы. Что было? А были вы, свидание с вами, и были хлопоты этой самой дамы бубновой. Что будет? А будет он очень и очень злиться на вас и на ваш интерес, дорогие мои. С чем это связано? Посмотрим. Также на пороге что будет? Будете вы со своими любезностями, но это все пустое. И также смотрите, скорее всего, будете просто с ним обсуждать какую-то дальнюю дорогу. Куда-то, может быть, вы поедете, либо ваши любезности пустые для него будут к концу недельки. Но так как это позиция в припороге, которая вот-вот должна случиться, здесь, скорее всего, опять же, ваши хлопоты и ваши любезности за дальнюю дорогу. Но для него это сейчас все это пустое. Сейчас ему не до этого. И успокаивается он большим, крупным разговором, скандалом с дамой бубновой. Кто это такая, решать вам. Это всего лишь расклад на неделю. И обратите внимание, конечно же, что это не личная консультация, а всего лишь расклад онлайн-гадания, да, для большого количества людей. Так что имейте это в виду, пожалуйста. И желаю вам всего самого-самого хорошего. Любви, гармонии, взаимопонимания, здоровья, красоты, благополучия. В общем, всего-всего. И если видео понравилось, ставьте лайк, подписывайтесь на канал. И я с вами прощаюсь. До встречи в других моих видео. Всем пока!